Депутаты Совета района на очередном заседании рассмотрели около 2 десятков вопросов. Были приняты решения по муниципальному имуществу, а также внесены изменения в порядок представления отчета руководителя администрации о результатах своей деятельности, увеличившие количество оценочных критериев. Кроме того, претерпел изменения и главный финансовый документ муниципалитета. Бюджет муниципального района Сосногорск продолжает получать дополнительную поддержку из республиканского бюджета, чем и вызвана необходимость внесения изменений. Дополнительно получаем субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сумме 347 тысяч рублей, 222 тысячи рублей получает на поддержку спортивных организаций отдел физкультуры и спорта. Общие параметры бюджета 2020 года следующие. Доходы с учетом внесенных поправок уменьшаются у нас на 544 тысячи рублей. Почему такое уменьшение? Потому что в январе месяце, согласно закону о республиканском бюджете, были возвращены в бюджет Республики Коми остатки неиспользованных целевых средств. Как пояснила Светлана Кудрявцева, были возвращены остатки средств на школьное питание в связи с невостребованностью, а также средства на организацию первичного воинского учета и некоторые другие. Отчет о деятельности за прошедший год представил начальник Сосногорского отдела полиции Александр Малафеев. Он отметил, что наряду с задачами по расследованию преступлений, а их за прошлый год было направлено в суд 450, не менее, а может быть и более важным остается их профилактика и предупреждение. Он также подчеркнул, что ежедневная проводимая оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную ситуацию в районе под контролем и не допустить ее активизации. Большое подспорье в работе полиции оказывает народная дружина. Малафеев подчеркнул, что Сосногорск – один из немногих муниципалитетов республики, который оказывает существенную поддержку этой структуре. Глава Республики Коми на отчетном совещании отметил Сосногорск как один из передовых в этом направлении. Ну и по отчетным документам, народная дружина города Сосногорска заняла 2-е место в республике. Будем продолжать. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства озвучил планы по проведению ремонтных работ в сельских населенных пунктах на текущий год. По словам докладчика, запланированы работы практически в каждом поселке, всего по 19 адресам. На данный момент идет подготовка проектно-сметной документации, а по некоторым уже объявлены конкурсные процедуры по поиску подрядчика. Всего на эти работы запланировано 2,2 миллиона рублей. Также депутатам была представлена информация о проделанной работе по размещению светильников уличного освещения в сельских населенных пунктах и уличному освещению железнодорожной части города. Как пояснил Евгений Мека, в селе Устюхта по улице Набережная освещение функционирует. А вот по улице Школьной еще пока идут согласования договора с ресурсоснабжающей организацией на техническое присоединение. Что же касается железнодорожной части Сосногорска, то здесь согласование договора с собственниками сетей также потребовали больше времени, чем это озвучивалось ранее. На сегодняшний день управлением ЖКХ направлен в компанию РЖД протокол разногласий в части порядка оплаты по договору. Протокол находится на рассмотрении. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Республике Коми, как и во всей стране, введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В организациях действует режим ограничительных мероприятий, сотрудники переводятся на удаленный режим работы. Некоторым гражданам приходится соблюдать режим самоизоляции. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая элементарные правила гигиены. Если вы находитесь дома, помойте хорошо руки. Руки, как мыть, мы тоже выставили на нашем сайте. Руки моются в течение 20 секунд с мылом. И не с средствами все это. И причем Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что эффективность мытья рук с мылом в течение 20 секунд вы можете прям считать. И раз, и два. И вы моете прямо вот тыльную сторону каждый пальчик. Вот это более эффективно, чем обработка вот этой салфеткой или вот этими средствами.
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу и рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Известный факт о COVID-19. Данный вирус не распространяется более чем на метр. Поэтому держитесь от людей на расстоянии, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. Если вам этот вирус попадает в рот или в нос, вы совершенно спокойно можете, полоская рот и нос физраствором, кипяченой водой, обычным есть риностоп мягкий, софт называется, это обычный физраствор, не морская вода. Каждый час, каждые 2 часа вы можете промывать нос, и рот вы промываете обычной водой каждый час. Вы можете прополоскать и выплюнуть, вы можете проглотить эту воду. Вирус разрушается в желудке. Если он не попал вам в легкие, то он не разовьется, и у вас не будет вот этого проявления коронавируса. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки. Сократите время своего пребывания в контакте с людьми. Старайтесь как можно реже находиться в местах большого скопления людей. При возможности оставайтесь дома. Но если все-таки вам необходимо выйти на улицу, то обзаведитесь медицинской маской. Тем более, что ее можно сделать самому. Вы можете найти в любом интернете, в любом соцсетях. Мы писали на нашем сайте, как быстро и дешево, без всяких специализированных средств, сшить вот эту вот маску одноразовую, которая более эффективна, длительнее работает. Вы ее постирали с мылом детским или хозяйственным, и, пожалуйста, она у вас будет еще дольше служить. Помните, соблюдая элементарные правила гигиены, вы заботитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих вас людей. Все вопросы, связанные с новой вирусной инфекцией, вы можете задать на горячей линии, организованной Управлением Роспотребнадзора Коми по телефону 8 800 350 64 23. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Первый шаг. В период нарастания респираторных инфекций постарайтесь воздержаться от посещения общественных мест, торговых центров, праздников, мероприятий с большим скоплением людей, а также фудкортов и открытых прилавков с пищей. Второй шаг. Регулярно мойте руки с мылом, обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Третий шаг. Не трогайте руками глаза, нос и рот. На руках может быть вирус, который вы перенесете с кожи рук в организм. Четвертый шаг. Дезинфицируйте гаджеты, которые вы носите с собой и которыми могут воспользоваться дети. Пятый шаг. Всегда имейте при себе салфетки, чтобы открыть в общественном месте дверь туалета или ручку крана с водой, на котором может быть вирус. Шестой шаг. Соблюдайте дистанцию. При приветствии воздержитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев. Если не удается избежать посещения общественных мест, держитесь не менее чем на расстоянии метра от других людей. Седьмой шаг. После возвращения с улицы и контакта с посторонними людьми всегда тщательно мойте свои руки и руки ребенка. Восьмой шаг. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте использованную салфетку и тщательно вымойте руки. Девятый шаг. Каждый член семьи должен пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, своим полотенцем, своей зубной щеткой. Десятый шаг. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Будьте здоровы! В этом году старейшей газете Сосногорского района «Заря Тимана» исполняется 40 лет. Юбилейной дате редакции печатного издания посвящается конкурс фотографий, участниками которого станут подписчики сообщества средств массовой информации в социальной сети ВКонтакте. В рамках конкурса будут приниматься фотографии, сделанные нашими читателями. Обязательным условием является присутствие на фото газеты «Заря Тимана». Размещать свои работы участники конкурса могут в специальных фотоальбомах в нашей группе ВКонтакте. Приниматься они будут в течение апреля, мая и июня.
В конце каждого месяца будет определяться по 3 самых популярных фотографии. Критерием станет количество лайков, которые будут поставлены под работами. И еще стоит отметить, что приниматься во внимание будут только оценки от участников нашего сообщества. С 1 по 10 июля в группе «Заря Тимана» ВКонтакте будет проводиться голосование, участниками которого станут 9 лучших работ по итогам апреля, мая и июня. Автор фотографии, за которую проголосует наибольшее количество пользователей, получит приз от редакции газеты. Влада Гришаева, Андрей Калиничев, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.